Интернет Бурятии. Интернет Бурятии. Скорость сайта социальных сетей. Ну, интернетом я, конечно, пользуюсь, что уж там говорить. Каждый день, по несколько часов. Но в основном я смотрю. По работе мне там нужны материалы, да, потом я смотрю в YouTube клипы любимых там исполнителей. С дочерью смотрим фильмы. Она там мне рассказывает, какие фильмы, допустим, сейчас популярны, мы с ней смотрим. Так, что еще нужно? А, ну, точно связь. Почта. Фейсбук почему-то я не пользуюсь. Хотя я там зарегистрирована, и есть у меня страничка, но почему-то не нравится мне Фейсбук. Как-то навязчиво, что ли, слышно. Предлагает возобновить знакомства и контакты с людьми, о которых я давно забыла. Они мне неинтересны. А ВКонтакте, да, я размещаю фотографии, в основном, когда я делаю снимки на концертах и я размещаю их там, и молодые девчонки, и мои ровесницы, и подружки, все заходят, смотрят. Вот недавно мы съездили в Боярск на 3 дня, кстати, с Лотосом. Наделали кучу там фотографий, у нас была фотосессия. Дочь моя ездила, познакомилась с дочерью Юли, с дочерью Ларисы. Все оказались одного возраста, накрасились, пошли на берег Байкала и сняли шикарную фотосессию в купальниках. И сразу по приезду Аюна, новая подружка Соня, уже выложила целую, да, 467 фотографий в интернет, ВКонтакте. Я подумала, боже, ты не успеешь что-то сделать, как уже об этом знает весь мир. Ну, теперь как кандидат в логических наук порассуждаешь, что как мы жили, вот вообще без парадов и так далее, там, да? Без Кстати, мне сегодня вот эта мысль в голову пришла. Наша жизнь была, конечно, в каком-то смысле сложнее, и в каком-то смысле, конечно, намного проще, безопаснее. Ты мог, не знаю, творить все, что угодно, может быть, даже очень плохие вещи, которых не стоит вспоминать. Но это все остается только в твоей памяти. К счастью, бедная молодежь. Слушай, вот эти технологии новые, это просто какой-то бич божий, я считаю. Сколько нужно минут, чтобы снять какой-то инцидент, да, я не знаю, неприятный, допустим, для тебя? Сколько нужно минут, чтобы выложить это в социальные сети? И об этом узнают все знакомые. Не потому ли наши дети сейчас очень-очень осторожные, сидят дома, читают книжки, никуда не ходят? И вообще, кстати, я подумала сейчас, может быть, это алкоголь, да, табакокурение и прочие вредные привычки. Может быть, они вымрут, потому что это некрасиво смотрится.